В Татарстане открылся туристический сезон. На предстоящие майские праздники самыми популярными внутренними направлениями стали Казань, Елабуга, Свияжск и все речные маршруты. Конкуренция на туристическом рынке весьма высока, хотя цены не такие уж низкие. Татарстан в последние 3 года бьет рекорды по посещаемости. Еще в 2022 году, по данным Росстата, Татарстан вышел на 1-е место по объему туристического потока в Приволжском федеральном округе. За нами Нижегородская и Самарская области. В прошлом году была взята новая, более высокая планка в развитии отрасли туризма. Совокупный туристско-экскурсионный поток в Казань по итогам 2023 года составил порядка 4 миллионов человек. Это на 11% больше, чем в 2022 году. В этом году вновь идем на рекорд. Гостиницы и отели Казани переполнены. Билеты на речные круизы почти не достать. Сейчас уже идет бронь на 2025 год. В чем привлекательность наших городов и как внутренний туризм превратился не только в стратегически важную отрасль, но и прибыльный бизнес. Обо всем этом по порядку. Диляра Юсупова. Если хотите оценить туристическую привлекательность города, приходите на набережную. Здесь всегда толпы народу. Половина из них, конечно, не местные. Еще один маркер – катамараны и лодки на воде. Если плывут даже в такую пасмурную погоду, как сейчас, то точно туристический сезон начался. Лодочные станции – золотая жила для предпринимателей. Законность этого места, правда, сейчас оспаривается судом, но туристам нравится. Какая набережная без лодок на прокат? Как только выходит солнце, здесь не протолкнуться. В данный момент погода прохладная, но опять же вот на выходных, то что праздничные дни, народу хватает. Очереди, люди, туристы приезжают с разных городов, даже иностранцы. То и дело экскурсионные автобусы и походные толпы. Веселые гости из Санкт-Петербурга делятся впечатлениями по видео. Казалось бы, чем можно удивить людей из североевропейской столицы, но Казани удалось. Вот чувствуется такая Восток, Европа, все это соединение такое. И, кстати, Казань тоже нас привлекает тем, что у вас здесь развиваются технологии. Очень много технических университетов, очень много вот направленностей таких. Ну, и я мечтаю приехать сюда еще с группой ребят, потому что вот юниор-профи, это все то, что у вас развивается. Речная навигация в этом году открывается с особенным размахом. Все давно ждали, ну когда же, когда? Ведь Казань – центр слияния 2 рек. Уж здесь все должно быть по первому разряду. Обещают, что будет. Новые направления, новые метеоры, новая туристическая жизнь. Мы же, как социально значимые предприятия, прежде всего, конечно, были созданы для того, чтобы осуществлять наши социальные перевозки. Нужно понимать, что это наше приоритетное направление, и мы будем этим определенно точно заниматься. И мы уже занимаемся этими перевозками. Мы планируем все-таки, наверное, с середины лета начать и межрегиональные круизные перевозки. Мы сейчас к этому идем планомерно. Но и, как я уже упомянул, это вопрос по межрегиональным скоростным перевозкам. Билеты до Свияжска почти не достать. Каждый год одна и та же история. Поток туристов настолько плотный, что некоторые порой не могли добраться обратно. Билетов просто нет. И в этом году повторения истории не будет. Благо заработали онлайн-кассы, но и там уже почти пусто. Пришли первые корабли к нам в город Казань. Загрузка, скажем так, процентов, наверное, на 85-90. То есть туристов достаточно много, если считать, что все только конец апреля. На многие рейсы, например, уже в июле, в августе мест практически невозможно найти. Начались в этом году уже ранние продажи, как бы называемых, это на следующий год, то есть на 25-й год уже начали продавать круиз. То есть можно сейчас круиз с хорошей скидкой приобрести уже сейчас, на следующий год. Самый популярный речной тур, так называемый тур выходного дня Самара, Нижний Новгород. На плаву остаются и самые сильные представители бизнеса. Сегодня конкуренции среди турфирм уже чуть меньше. Но теперь другая проблема. Нет отбоя от клиентов, а места порой все заняты. После 19-20-х годов у нас стало гораздо меньше турфирм.
а, соответственно, конкуренция тоже уменьшилась. И поэтому все те, кто на текущий момент работает, они работают. Я подозреваю так, остались реально профессионалы. Те, которые пережили смутные времена 20-х лет и пришли сегодня. Сегодня это профессионалы. Все новое, хорошо забытая старая санаторно-курортная часть отдыха сильно приобрела популярность. Стереотип о том, что санаторий только для пенсионеров, разрушается новой реальностью. Гости санаториев сильно помолодели. Турагенты связывают это с всеобщей усталостью и стрессом последних напряженных лет. Правда, цены кусаются. Путевка иногда равноценна поездке за границу. Дорожает все. Ну, сказки бывают, как я уже сказал, 1500 рублей в день. Это цена 2019 года, даже раньше. Вот. На текущий момент я оцениваю удорожание процентов на 10-15 по некоторым объектам до 25. Но те объекты, которые до 25, они очень долго не поднимали цены. А вот за граница стало доступнее. Появились прямые рейсы в такой модный сейчас Дубай. Сильно подешевели Мальдивы, кто бы мог подумать. Но тенденция последних лет – российские города. В стране резкий подъем патриотизма и, как ни странно, сервиса. Но многих возмущает Европа, порой дешевле наших курортов. Вот представьте, мне всегда говорят, вот по Европе отдыхать дешево, да? Но представьте, европейские государства, они находятся рядом друг с другом, и поэтому перелеты у них очень маленькие расстояния. А Россия наша огромная. Представьте, если мы сейчас с вами полетим на Камчатку. Кстати, очень популярное направление. У нас в том году туристы были, в восторге прилетели. То есть у нас очень длительные перелеты внутри нашей страны. А перелет – это самое дорогое, что составляет в пакетном туре. От 7 до 10 за человека, за проезд. И плюс двое суток, квартира еще, по 20 тысяч. Да нет, нормально, в принципе. Да можно вам ехать, и недорого у вас. Цены для тех, кто едет дикарем. Гости из Екатеринбурга целой семьей и компанией пока не видели ничего. В планах Свияжск и Болгар. А пока любуемся Кремлем и дурачимся с нашим микрофоном. Гостям все можно. Следом выясняется, не такие уж они и уральцы. Я тоже Саксубаева. Знаете такое? Конечно. Ну, вот. Но только русский. Ага. Ну, Вы родились там, да? Нет, у меня родители, бабушка, дедушка. Ну, все оттуда, короче, родом. А потом уехали на Урал, вот там родился. Казань, впрочем, готовится принимать гостей. Впереди Казань-форум и игры БРИКС. Для Казани такая подготовка уже привычное дело. В этом году мы понимаем, что у нас уже как таковой сезон начался еще в феврале, когда были игры. Да, вот, поэтому мы в целом готовы. Мест хватит, но мы в любом случае полагаем, что у нас откроются новые объекты. Поэтому, я думаю, увеличение номерного фонда оно будет по Казани. 2023 год называют реваншем для индустрии туризма и гостеприимства. После отмены карантинных ограничений туристы, соскучившись по новым впечатлениям, отправляются в путь. Эта тенденция сохранится и в 2024 году. Теперь истосковавшиеся по поездкам туристы готовы тратить даже больше, чем раньше. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней.